Расскажите, как вам пришла идея самого успешного выпуска программы «Атмосфера кино»? Героического выпуска. Ага. Вам знакомо такое понятие, как рекурсия? Так вот, при подготовке передачи мы решили придерживаться стандартной схемы выпуска. Придумали креативный пролог, в котором ведущий как бы вдается в воспоминания во время интервью. Потом пустили заставку и стандартное вступление. Это «Атмосфера кино» и я, ее ведущий Ринат Музафаров. Здравствуйте! В следующие несколько минут мы расскажем о главных новинках кинопроката, приведем мнение и обсудим последние новости индустрии. Будет атмосферно. Сегодня в нашем героическом выпуске программы «Атмосфера кино» мы расскажем, как весело и задорно удается промышлять спасение мира бандитской шайки Стражей Галактики во второй части космической оперы. Поведаем, как отличить британского гопника от новоявленного короля Артура в том случае, если это одно и то же лицо, обсудим фильмы с сибайскими зрителями и анонсируем грядущие премьеры этого месяца. Придумывая вступительный стендап, мы решили обыграть главную тему – героическое кино. Пришла идея – пафосное появление героя в кадре. Обыграли это за счет рубленого монтажа, а также манипуляций с замедлением времени. В этом выпуске мы делали обзор сразу на два очень запоминающихся фильма. «Стражи Галактики. Часть 2» и «Меч короля Артура» в объективе «Атмосфера кино». Вторая часть похождений самой безумной команды героев галактики вот уже 2 недели грохочет на экранах кинотеатров всего мира. Стражи не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба, а иногда даже с пользой для окружающих. Создателям второй части удалось намешать еще более гремучий коктейль из лиц, сцен, сюжетных ходов, чем в предыдущем фильме, вдаваться в подробности которого равносильно тому, чтобы прыгнуть в открытый космос без скафандра. Можно и схлопотать. По этой причине ограничимся лишь одним упоминанием. В новой серии Питеру Квиллу уготована встреча со своим отцом. Это винтовка? Забыл, как винтовка выглядит? Просто пушки — это моя фишка, а твоя мечи, но значит теперь мы оба любим пушки. Я просто не знал. Анонсируя первую часть, режиссер-постановщик картины Джеймс Ганн открыто признался: основой визуальной составляющей фильма является стиль ранних научно-популярных романов 50-х и 60-х годов 20 века. Говорить об успехе такого решения не приходится. Гротескная оболочка фильма стала одной из главных изюминок, собравшей огромную аудиторию. Визуальные составляющие второй части космической эпопеи, в свою очередь, обогатились целым рядом выразительных средств и решений, отсылающих к массовой культуре 80-х. Опять будем галактику спасать? Ага. Крутяк! А потом цены затерем, типа как двукратные спасители галактики. Да! Сюжетная коллизия, как и следовало ожидать, не оригинальна. Здесь и распространенный штамп влияния сиротства на становление личностных качеств протагониста родом из культового 5-го эпизода «Звездных войн», омоложенный Курт Рассел и сестринские терки Небулы с Гаморой, неуклюжее камео Сильвестра Сталлоне и, словом, весь карнавал будто вырвавшийся из затертой VHC-кассеты с маркированной этикеткой «Санта-Барбара». Сколько долгих лет я искал тебя. А ты кто еще такой? Я твой отец, Питер. Вот только отказа следовать мятежному духу оригинала на деле не происходит. Джеймс Ганн лишь прикидывается ностальгирующим занудой, чтобы поймать доверчивых зрителей на крючок и в финале вывернуть традиционные клише американского кино наизнанку, где второстепенный, казалось бы, персонаж Йонду внезапно получает грандиознейшую по эмоциональному накалу роль в марвеловской вселенной. Вы только и делаете, что орете друг на друга. Вы не друзья. Нет, мы
мы семья. В остальном картина оказывается все той же лихой и бескомпромиссной космической оперой, которая покорила землян 3 года назад. Лишившись эффекта неожиданности, который сыграл на руку первой части, режиссер и его команда просто сыграли на повышение, сделав вечеринку еще веселее и масштабнее. У Вселенной есть 2 типа существ. Одни танцуют, другие нет. Резюмируя впечатления по шкале киномира, фильм получает следующую оценку. К. Культовое. И. Искрометное. Напористое. И. О. Остроумное кино. Спецэффекты такие же хорошие, сюжет не подвел. Мне кажется, первая часть все-таки была лучше, а вторая как-то от «Форсажа», допустим, как от этого фильма ожидал чего-то большего. Хороший фильм, понравился очень. Следуя золотому правилу, работает. Не трогай, создатели второй части «Стражей Галактики» пошли самым разумным путем. Взяли все, за что зрителям полюбился первый фильм, и даже увеличили удельный вес каждого ингредиента. На сеанс можно идти в любом настроении, фильм способен развеселить, отвлечь от насущных проблем и заставить сопереживать героям. Переходим к другому героическому обзору. «Меч короля Артура» в объективе атмосферы кино. 11 мая на прошлой неделе в российском прокате стартовал новый фильм от создателя «Карты, деньги, 2 ствола», рок-н-ролльщика и новых экранизаций Шерлока Холмса Гая Ричи. На сей раз режиссер обратился к средневековым легендам о короле Артуре. Свою версию героического эпоса Гай Ричи решил снять ни на кого не ссылаясь и руководствуясь лишь собственными фантазиями, основанными на легендах о древнем кельтском короле. И сделал это в присущей ему манере. Быстро, весело, с высокооктановым саундтреком и любимой идеей, что лучшая школа для мужчины – улица. Гай Ричи шустро перелистывает страницы детства и отрочества Артура Пендрагона и приступает к сути дела. Потом мы с парнями провернули одно дельце. Стой, стой, не гони. Ты что-то скрываешь. Ты что, книгу пишешь? И жили они долго и счастливо. По сюжету молодой Артур совершенно не интересуется своим происхождением и промышляет разбоем с бандой вплоть до момента, когда судьба сводит его с волшебным мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется, влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей, чтобы свергнуть тирана Вортигерна, убившего родителей Артура и захватившего трон. Узрите! Вот человек, доставший меч из камня! Меня в это не втянуть. У вас есть армия, а я сам по себе. Я поговорю. Я рад поговорить. Но вам не заставить меня сражаться. Узурпатора Вортигерна играет Джуд Лоу, иронично повторяющий себя в роли наследника престола Святого Петра в сериале «Молодой папа». Это уже третий режиссерский проект Ричи с привлечением голливудского актера. Роль Артура исполнил молодой Чарли Ханнам, считай, британская версия Брэда Питта, прибавивший мышечной массы специально для проекта. Можно прогнозировать, что на родине фильм окупится хотя бы за счет фанатской аудитории молодого актера. Некоторых из обязательных, казалось бы, героев легенды увидеть на экране не получится. Можно предположить, что их появление запланировано в сиквеле, судьба которого прямо зависит от успеха нынешнего новоявленного Артура. Быстрей! Бежим! Бежим! Скорее! В общем и целом, фильм обладает всеми атрибутами режиссерского стиля Гая Ричи. Сюжет, развивающийся лихорадочными рывками, предельно энергичный саундтрек, бесконечные драки, абсолютное неуважение к легендам и духовным скрепам британцев. Его Артур не похож ни на одну предыдущую картину о британском короле. Чего, в общем, и следовало ожидать от постановщика, приоритета которого всегда был драйв и прежде всего драйв. К. Кассовое. И. Интригующее, нуарное. И. О. Ошалелое кино. Фильм очень интересный, захватывающий. Спецэффекты, как было все это снято. Молодцы режиссеры, что сняли такой фильм хороший. Впечатления изумительные, вообще прям сногсшибательные. Не знаю даже, как это передать, аж слезы из глаз. Ну а на что это больше похоже? Это фэнтези, сказка, это ближе или... к фэнтези, там было все в одном сюжете. Это было и фэнтези, и сказка, и все. Как признаются создатели картины, разрабатывая концепцию новой киноверсии, они стремились создать кино на стыке «Властелина колец» и «Большого куша», принадлежащего перу самого маэстро Гая Ричи.
Что из этого получилось, определенно стоит увидеть на большом экране. Примечательно, что оба фильма, обозреваемые в сегодняшнем выпуске, получили 100% положительных отзывов от российских кинокритиков. Переходим к другим новостям кино. В этот четверг в российском прокате стартует новая часть фантастического хоррора Ридли Скотта «Чужой завет». Сюжетная картина является продолжением предыдущего проекта во вселенной ксеноморфов «Прометей». Экипаж колониального корабля «Завет», направленный для обследования отдаленной планеты на другой стороне галактики, обнаруживает, что мир, который они изначально приняли за неизведанный рай, на самом деле темное и опасное место. Население планеты составляет синтетический андроид Дэвид, знакомый зрителям из предыдущей части, а также представители некоторой другой формы жизни. Кинотеатр «Атмосфера» приглашает всех посетить грядущую премьеру. Пираты Карибского моря «Мертвецы не рассказывают сказки» выходит в российский прокат уже на следующей неделе, 25 мая. Пятая часть пиратской франшизы возвращает на экраны полюбившийся миллионам образ Джонни Деппа, капитана Джека Воробья. Воробей давно исчерпал свою удачу, а теперь обнаруживает, что за ним объявил охоту его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из дьявольского треугольника и намерены навсегда очистить воды Карибского моря от пиратского отродья. Ой, что, время? Простите, углубился в воспоминания. Помню так, как будто бы это было вчера. Знаете, мы ведь пытались передать атмосферу кино. А что делать тем, кто хочет полного погружения? Пожалуйте на сеанс. В следующей программе мы расскажем историю экипажа колониального корабля «Завет», направленного с разведывательной миссией на родину чужих. Кому принадлежит гениальная идея такой колониальной экспедиции и к чему все это приведет в итоге, можно увидеть на большом экране кинотеатра «Атмосфера» уже в грядущий четверг.